спортсмен Дмитрий Иванов – белорус. Родился он в городе Могилеве и жил по соседству с Борисом Моисеевым. Там же осталась его первая семья. Уже в старших классах школы девушки не давали прохода симпатичному парню. И в 18 лет Дмитрий женился на одной из них. Правда, супружеская жизнь была недолгой, и буквально через несколько лет пара разбежалась. Единственное счастье от первого брака – это дочка Настя. Ей сейчас 15 лет, рассказал лучший друг Иванова Александр Купарев. Дима по возможности приезжает к ней всегда с подарками. Лолита, видимо, не возражает, а у самой певицы, напомню, тоже есть дочь Ева. До начала Евровидения осталось всего ничего, а участник от России снял свою кандидатуру с конкурса. Некоторое время назад Алексей Воробьев подписал контракт с продюсером Леди Гага и улетел в Лос-Анджелес записывать альбом. Однако российский продюсер Алексей Екатерина Гечмин-Вальдек продолжала рассматривать предложения, которые касались кинокарьеры ее подопечного. И вот из-за океана пришла новость. Воробьев остается в Америке еще минимум на год. Конечно, отказываться от участия в Евровидении Леше не хотелось, но такими предложениями не разбрасываются. Руководство Первого канала, который транслирует конкурс, уже 3 дня ломает голову, кем заменить певца. Из неофициальных источников стало известно, что из всех кандидатур сейчас обсуждается лишь 2 – Надежда Кадышева и Тимати. Расплющить Батурина фигурист Евгений Плющенко готов отстаивать на боксерском ринге честь своей супруги Яны Рудковской, которая до сих пор выясняет отношения с бывшим мужем, предпринимателем из опального семейства Виктором Батуриным. Олимпийский чемпион заявил, что больше не намерен терпеть постоянное оскорбление Виктора Николаевича, направленное в сторону Яны, и вызвал Лужковского-Шурина на дуэль. Батурин предложил стреляться, однако Женя оказался не готов в 21 столетии заступаться за свою ненаглядную, так же, как это делали герои-любовники в веке 18. Это же может привести к смертельному исходу, посетовал депутат Заксобрания Петербурга Плющенко и сообщил, что хотел бы драться без посторонних глаз, но и откажется от своего решения, даже если сражаться придется на публике. Так или иначе, но перспектива примирения нынешнего и бывшего мужчин Яны Рудковской призрачна. Вот такие новости. Обсуждайте чужие секреты.